Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами как всегда ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео. За вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что происходит у вас за спиной? Чего не знаете, чего не видите? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, за спиной. Мои хорошие, отсыпка общая, пожалуйста, об этом не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Есть какой-то человек, прям горькую чашу до дна пьет. Без вас, да, без вас. Жизнь такая горькая, такая холодная, колючая, неприятная. Да, в печальке, в горе этот человек. Кому-то без вас невероятно плохо, невероятно. И что интересно, у этого человека было какое-то заблуждение по поводу вас. Может быть, ему либо ей казалось, что без вас будет хорошо, свободно, комфортно, приятно, прекрасно, весело. Да? Человек даже стремился в какой-то степени с вами либо разъехаться, либо разорвать отношения, да, вот как свободу от вас обрести. Но когда эту свободу вкусил, она оказалась невероятно горькой. И теперь этот человек страдает, слезы по вам льет. Знаете, как пытается рассмотреть какой-то вариантик, возможность с вами воссоединиться, да, опять вернуться в вашу жизнь. Смотрите, вы все разные. У кого-то отыграется бывший, бывшая, да. Сначала сам же отношения порвал, а теперь вернуться хочет. У других отыграются, например, дети, да, дети, которые хотели вот самостоятельной жизни. Типа мама, папа, мы взрослые, а теперь вот тяжело жить, да, никто не заботится, никто, извините, в попу не дует. И вот ищут возможность как бы назад вернуться. Может быть, с человеком вы поссорились, там, поругались, там, на работе, дружили, может быть, долго. Да, и человек, только лишь потеряв вас, понимает, насколько вы яркий, теплый, позитивный человек. И как жизнь этого человека была прекрасна, когда в ней были вы. Вот. Вот такой сложный, витиеватый путь, чтобы понять, как без вас плохо. Вижу, что человек прям присматривает варианты, вот как поступить, как назад к вам вернуться. Так, еще за вашей спиной люди что-то ваше делят между собой. Причем очень сильно ругаются в этот момент, да, не могут разделить, не могут поделить. Что-то ваше, понимаете, проверьте свои вещи, проверьте, может быть, даже вещи, которыми вы не пользуетесь. Что-то ваше забрали, еще и разделить между собой не могут. Неприятные люди, неприятные. Вещь можно вернуть. Если вы о ней вспомните, либо поймете, что у вас забрали, что у вас пропало, эту вещь вы можете вернуть. Недалеко эта вещь ушла. Где-то эти люди прям совсем рядом с вами находятся. Так, еще за вашей спиной. Здесь какой-то мужчина, прям пьяненький от любви к вам. Как ни крути, пьяненький, вами пьян, понимаете? В легком опьянении находится. Очень вы ему нравитесь, прям будоражите его, мурашите, будоражите. Человек давно такого не испытывал, может быть, вообще никогда. И тут вы такая красивая, либо если мужчина меня смотрит, просто на себя берите, да, женщины тоже ведь умеют влюбляться. Прям очень-очень запали в душу, запали в сердце. И человек, знаете, как бредит вами, бредит, вот в прямом смысле слова. Прям глаза горят, руки тянутся, сердечко там из груди выскакивает. Прям очень-очень произвели впечатление, очень сильно человеку понравились. Но в момент знакомства человек вел себя максимально отрешенно. Вот знаете, так прибалдел
и даже не шевелился и ничего не говорил. Да. Но в голове, в сердце переворот случился, влюбился. Так, еще. Якорь. Лег на дно. Что-то уже случилось, что-то уже решилось, но вы еще об этом не знаете. Вас впереди ждут очень приятные новости. Приятные новости сообщит вам мужчина. Мужчина о том, что якорь лег на дно. Да, больше не нужно как-то суетиться, что-то делать, бежать, решать, договариваться. Все уже свершилось, все уже случилось. Просто вам еще об этом не сказали. Тут приятные новости. Мужчина сообщит. Так, человек на букву О. Человек на букву О чем-то вас порадовать хочет. Порадовать. Либо уже что-то сделал, делает, готовит, приобрела, либо думает об этом. Вот чем вас порадовать. Хочет сделать вам приятно. Человек к вам очень хорошо относится. Вы занимаете ключевую роль в сердце этого человека. И действительно, вот радость. Хочу подарить радость. Да? Скорее всего, подарит. Человек на букву О. Мужчина либо женщина. Имя либо фамилия. Так, в маленькой лодке нет места, и кто-то в эту лодку просится. Так, не берите лишних пассажиров, если вы куда-то будете ехать на своем личном транспорте. Не разрешайте никому падать себе на хвост. Человек действительно может не только быть лишним, но еще с собой какие-то неприятности привезти, принести. Человек может быть невезучий. Вы будете ехать, машина сломается. Человек может быть заразный, да, чем-то болеет и не говорит про это, да, может заразить. Говорят, чтобы никого не брали. Попутчиков, там вот этих, которые напрашиваются, никого не берите. Иначе потом жалеть будете. Не бойтесь отказать, потому что тот, кто будет проситься, напрашиваться, он вас изначально обманывает, про себя все не говорит. Так, еще. Мужчина принял решение под воздействием слов женщины. Что-то вы такое мужчине сказали, может быть, отругали его, может быть, кого-то в пример поставили, может, еще что-то сказали. Сказали, что устали от такой жизни. И он принял решение. Вам еще это решение он не озвучил, и озвучивать он его не будет, он будет действовать. Вот смотрите, ваши слова произвели впечатление, прям в сердце ударили, да? Точно попали в цель. И человек такой: да, она права, либо я не могу допустить, чтобы там она от меня отказалась, либо она меня прогнала. Я ничего не буду говорить, я буду делать. Вот именно действия. Пойдут действия, действий будет много. Даже мужчина как-то суетиться начнет. Вот, так что все правильно вы сказали, и ваши слова, они попали точно в цель. Хотя мужчина виду не подает. Но все уже он понял, все уже решил, и уже даже чем-то начинает заниматься, очень активно заниматься. Обезьяна. Обезьяна. Вас кто-то кривляет, передразнивает, кривляет, имитирует. Обезьяна вообще противное создание. И у вас она выходит, причем выходит с правой стороны, от людей, которых вы ни в чем не подозреваете, которым вы доверяете, которые у вас на хорошем счету. Человек младше вас по возрасту, ну либо ниже вас ростом. И вот когда вас нет, позволяет себе вас критиковать, вас имитировать, ну типа вашу роль играть. И все это, знаете, как какой-то флут, я не знаю, как плохие шутки вот по поводу вас, вашей персоны. При этом, когда вы появляетесь, человек там лебезит, улыбается, услужлив максимально. Какая-то, знаете, как двойная жизнь, как двойное лицо. Но вы этого человека поймаете, я это вижу, поймаете. На это, конечно, время уйдет, может быть, там неделька, может быть, 2. Вот прям на горячем поймаете, когда будет вас кривлять и даже как-то имитировать вас. Прям поймаете. Будьте строги с этим человеком. Человек знал, что он делала. Все это делалось специально, потому что человек вам завидует и вас на дух не переносит. Хотя, когда вы рядом, улыбается. Мерзкий человек, мерзкий. С такими нельзя даже рядом находиться.
И, кстати, этот человек таким и на всю жизнь останется. Ничего не поймет, ничего не дойдет. Всегда будет так себя вести мерзко. Так, а здесь человек, которому плохо, но человек боится признаться в том, что у него что-то болит, что-то случилось. Либо боится докторов уколов, либо человек боится, что его либо ее посчитают неудачником, ну, дурачком, дурочкой, да, лузером. И человек молчит, а самому прям плохо-плохо, либо самой плохо-плохо, человек молчит. Это можно увидеть по внешнему виду. Ну, то есть, если человек болен, там нездоровый цвет лица, синяки под глазами, там, не делает резких движений, вот сразу понятно, что болеет плохо. Если у человека проблемы, у человека вот такой потупленный взгляд, в глаза не смотрит, на вопросы не отвечает, либо отвечает общими фразами. И вот это нежелание контактировать еще, да, избегает контакта. Явно проблемы. Если этому человеку насильно не помочь, человек рискует, ну, либо чем-то хроническим, да, болезнь перейдет в хроническую форму, ну, либо в этих проблемах прям засыпется. И потом еще сложнее будет помогать. Здесь нужно проявить инициативу, особенно если это близкий человек, родной человек, родственник, и прям надавить. Если надавить, то признается, что болит, либо в чем проблема случилась. Здесь надо помогать, по-другому никак. Так, еще за вашей спиной кто-то к вам приценивается. Вас рассматривает очень так скрупулезно и к вам приценивается. Смотрите, человек, кто приценивается, очень осторожный, и человек себе на уме. То есть человек не хочет рисковать, либо человек не хочет иметь проблем. Вот, поэтому так к вам присматривается внимательно. Здесь вам предлагать что-то станут. Предлагать и предлагать хорошее. Может быть, вы и ждете какого-то предложения и нервничаете, почему предложения нет. Да потому что к вам присматриваются. Понимаете, слишком осторожный человек, ему нужно много времени, чтобы к вам присмотреться. Но вижу, что будет, и вижу, что будут предлагать, и вижу, что вы не откажетесь. И, возможно, это именно то, чего вы так долго ждали, о чем мечтали. Оно уже происходит. Так, еще за вашей спиной кто-то о вас информацию сливает, причем часто и регулярно. Человек это делает как-то неосознанно. Да? Не то чтобы специально там за деньги продает о вас личные данные. Нет, неосознанно. Ну, допустим, что это может быть. Ваша подруга может там, другой своей подруге о вас рассказывать. Может быть, ваша мама с кем-то делится историями из вашей жизни, там, желая вам помочь, желая, ну, может быть, какую-то подсказку получить. И делятся эти женщины не с теми людьми, не тем они доверились. И прям сливают информацию о вас. А если информация попадет не в те руки, она может быть использована и очень негативно на вас повлиять. В общем, поговорите со своими близкими женщинами, мамой, бабушкой, подругой, сестрой, именно женщинами. И попросите о вас никому ничего не говорить. Вообще не говорить. Возьмите с них честное слово, а лучше клятву возьмите, что они про вас ничего и никому говорить не будут. Так и скажите, если будешь про меня рассказывать, неважно кому, ты мне навредишь. Ты же не хочешь мне навредить? Нет. Но тогда не рассказывай. Часто сливают информацию, прям практически все. То, что вы считаете своей личной, да, информацией, какими-то секретиками, да, там, женскими секретиками, все сливают, все, понимаете? И информация может попасть не в те руки. Пока, слава богу, этого не произошло, но может быть. И будет очень-очень неприятно. Так, еще за вашей спиной. Ну, здесь мужчину показывают, яркого очень. Яркий, прям такой контрастный весь. Он одевается как-то броско, ярко, современно, модно. Да, что-то дорого, дорогие вещи любит. Знаете, как говорят, да, чем беднее человек, тем на нем, ну, как брендов больше. Может быть, это даже имитация, эти бренды. А он всем расскажет, что вот, я там за границу летал, к себе купил, т.д. Там столько денег отдал. Да, возможно, имитацию носит. Мужчина скрывает свою личную жизнь,
При этом пытается перед вами вот хвост распустить, как павлин, произвести на вас впечатление. То есть у него там за спиной гол как сокол, да, вся попа голая, плюс еще куча обманутых женщин им. Он пытается на вас произвести впечатление. Обманщик этот мужчина. Обманщик, и он всегда преследует какую-то свою выгоду. Девчонки, берегитесь. Берегитесь. Видите, вот яркий такой, прям разодетый, с иголочки одетый. Точно он. Точно. Гол как сокол, ищет свою выгоду с вами. Вот так. Может быть, вы на что-то влияете, либо чем-то владеете. Хочет через вас свою выгоду получить. Прям фу-фу-фу, отвратительный. Ну, не к лицу мужчине такое поведение. В принципе, никому не к лицу такое поведение. Дальше. За спиной. Но здесь как пытаются вас обмануть, предложить вам какую-то несуществующую услугу, либо какое-то ненастоящее действие. За деньги будут предлагать. Ну, что это может быть? Там, решить вашу проблему за деньги, чего-то там для вас добиться, там, снять с вас порчу, тоже сюда идет, сделать вас миллионером, тоже вот сюда можно отнести. Да? Что-то несуществующее вам будут предлагать за деньги. Будьте умнее, проверяйте документы и задавайте правильные вопросы. И опять же, вы же не ребенок, чтобы в чудеса верить, да? Чтобы в сказки про феи верить. Пожалуйста, будьте более прагматичны, вам это точно поможет. И с деньгами так легко не расставайтесь, даже если сумма небольшая. Могут просто вас вот выкачать, да? Постоянно потом брать, добирать, а вы уже вяжетесь, потом жалко будет оставлять, надежда, миллионером стану, либо ой, с меня ж порчу снимут. И так и будете деньги в топку кидать. Обман. Там обман, сплошной обман. Так. Еще за спиной. Но здесь показывают вас на черепахе. Что-то вы очень медленно делаете, либо на что-то никак решиться не можете, прям тормозите. И сами себе этим вредите. То есть, грубо говоря, тут такое предсказание: слезай с черепахи и беги со всех ног, что-то делать надо. Либо что-то нужно срочно начать, иначе себе навредишь. Даже нет, смотрите, вот вы на черепахе сидите, а сзади вас ролик. Роликовый конек, да? Слезай с черепахи, садись на ролики, одевай ролики и пулей лети, да, на бешеной скорости. Что-то вам нужно делать. Иначе важное время упустите, возможность упустите. И потом пенять не на кого будет, разве что на себя. С чем-то вы медлите, вот, с чем-то вы медлите. О чем-то думаете, что-то вы должны делать, либо за что-то браться, а вы все ждете и медлите. Медлить нельзя. Все. Бери, беги, делай. Не медли, точно не медли. Так, в самом венце огромное количество птиц. Прям как, знаете, стая птиц. Какую-то информацию вы упускаете. Либо кто-то от вас информацию постоянно скрывает. Не пропускает информацию к вам. Как, знаете, какая-то затычка, да, блок стоит. Либо вы сами от чего-то отказались, да, какую-то информацию потеряли, утеряли, не интересуетесь. Либо кто-то прилагает максимальные усилия, стал затычкой, либо стала, и не позволяет вам узнать какую-то информацию. Но эта информация, она сверху спускается. Сверху, может быть, там от вышестоящих людей, от правительства, ну, либо от людей, которые где-то прям далеко находятся от вас. От вас эту информацию скрывают. И если вы начнете копать, разбираться, то вы все поймете, все найдете. Да, много важной информации. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.